Потому что кусками они отжимали. До этого они всю Чувашу подмяли под себя. Подмяв Чувашу, они уже с чувашами вместе, как там говорится в истории, 200 чуваши или узкожопых 200, или 100 узкожопых было. Короче говоря, 300 хуев со стороны Москвы пришли с чувашами на Казань. Казань взяли. Ну, как она взята давно, блядь, вообще-то, блядь, это 2700 год, блядь. Пала-то на 1550 оборон. Имеется в виду, успокаивали вот эти восстания. Таким образом, блядь, приходили на помощь чуваши, марийцы, вот эти мокши, эрзя-мокши, само собой, попутные люди, понимаете, всех они, блядь, заставляли. И сейчас тот же исторический, блядь, акцент, нахуй, на Украину. В Украину. В Украине, если бы узкожопые только пришли бы, украинцы давно ёбнули бы вы их, блядь, легко, нахуй, блядь. Но вы не можете их ёбнуть до конца, потому что Башкортостан есть внутри, блядь, Татарстан есть. Я не хвалю свой народ, блядь. Но вы и вообще даже другие нас не сможете согнуть, нахуй. Вот в чем, блядь, причина. И поэтому я сколько вам говорил, только успокоить их мы сможем. Мы сможем успокоить и договориться с ними, развернуть оружие их, если мы вошли бы на Москву. Это мы смогли бы. Вы не сможете. Понимаете? Потому что они уже больны Москвой, блядь. Вы не сможете. Нам даже будет тяжело их переформатировать. Но мы постарались бы. У нас найдутся для них рычаги, чтобы их успокоить и развернуть на Москву. Но вы не захотели нас услышать, не хотите до сих пор услышать, пустить туда нас из Башкортостана, с Татарстана. Не тех, которые там внутри с вами там дрочатся. Нет, нет, мы другие, поймите. Мы не хотим с вами там дрочиться. Это ваша судьба, вы ебашьте с узкожопыми сами. Нам это нахуй не нужно. Нам цель Москва, понимаете? Наша цель Москва, блядь. Вот и все. А ваш плацдарм, вот это плацдарм, данный Богом, так скажем, Аллахом, судьба такая, да, вы там, скажем, блядь, нахуй, если бы у вас не были бы войны, не было, конечно. Имеется в виду, вы бок о бок с этой пидорасней живете. И заход только через вас. Мы же через Беларусь можем зайти, блядь. Лукашку надо ебашить, чтобы зайти оттуда. А мы, если уж Лукашку ебашим, мы бы и Тукайку ёбнули бы, если у нас были варианты, да? А лучше Тукайку ёбнуть и через Казахстан зайти, в Башкортостан. Так же легче, блядь. Понимаете, у нас нет выхода, не так, не сяк, блядь. И у нас был один плацдарм, который я даже переформатировал, блядь, сука, переформатировал недавно, блядь, на Крым. Заход, блядь, в Украину и поход через Крым, чтобы освободить Крым, чтобы отжать Крым, чтобы вам уже было, можно было бы, блядь, с Крыма уже хуярить, нахуй, по инстанциям Украины туда, блядь, ближе, где у вашей инстанции все отжали, они, блядь, что там, блядь, Курск, не Курск это. Короче, возле Крыма, что там, блядь, возле Керчи, блядь, какие украинские города, вот эти, побережья, блядь. Ну вот, короче говоря, вот эти места можно было бы тоже, понимаете, вот, поэтому только заход через Крым вам даст, блядь, огромный колоссальный выигрыш, блядь. Но туда зайти мы должны. Мы должны зайти туда, блядь, чтобы, само собой, также там нас встретят, блядь, узкожопые, а может еще какие-нибудь продажные крымские татары могут встретить. Мы же не знаем, кто там, блядь, будет нас ждать, блядь. Само собой, Кавказ нас встретит, а мы как раз таки туда должны будем ходить. Не только сами же зайдем мы туда. И Кавказ соберется так же, как и мы. 50 тысяч армия из Башкортостана, с Татарстаном, и 50 тысяч с Кавказа. 100 тысяч армия в Крым зайдет. Там мы, блядь, его за час и выебем, нахуй. Понимаете? Поэтому я считаю, блядь, самое интересное, что, блядь, люди, которые сидят там наверху, нихуя не слышат, что говорят внизу. Вот в чем их не проблема, блядь. Поэтому Башкортостан, Татарстан, я еще хочу, вот, заявляю, да, об этом говорю, что Холохолок — это я, вот я черный люд. Я вот черный работяга, вот это я. Вот надо научиться слушать вот нас. Мы будем строить новую, как говорится, Башкортостан и новый Татарстан. Это мы будем строить. Никто другой не будет его строить. Это мы будем, нахуй, поднимать его, нахуй. С колен, блядь, я не знаю, блядь, ниже плинтуса, все будем мы поднимать. Поэтому нужно научиться работать с народом, а не там, блядь, ну, задрал ходить, сука, блядь, где-то там, в ебенях, блядь, наверху, в пьедестале где-то, в пирамиде своей, блядь. Не надо такой хуйню маяться. Я вообще ненавижу высокомерных, во-первых, блядь. Постоянно я говорю, блядь, это грех, во-первых. И выебываться не надо, блядь. Потому что ты такой же хуй, блядь, нахуй, одинаковый. Одинаковый, все люди одинаковые. Мрази, такие же, блядь. Все мы. Может, я тоже мразь в чем-то, блядь. Все мы мрази. По идее, нахуй, такие же, блядь. Две ноги, две руки, нахуй, есть. Просто у кого-то много денег, нахуй. И начинает он кишиться, нахуй, пальцы веером строить. Хуйня. Любого можно за нос поставить вниз, он туда спустить, нахуй. Дерьмо тыкнуть, нахуй, носом, блядь. Проблем нет. Проблема просто в одном, блядь, что у нас нет денег. Понимаете, блядь? Если бы у меня дисбаланс денег был бы, нахуй, лично у меня, допустим, да, я бы давно, блядь, на эти деньги накупил оружие и ебанул бы, нахуй, по Москве, блядь, легко, нахуй. Мне бы не было бы жалко, блядь, туда раскошелиться. Потому что я знаю, блядь, нахуй, если даже вы думали бы, проигрыш это, нет. Вот именно, если нормальный бизнесмен, блядь, был бы Трамп, допустим, он же не нормальный бизнесмен, он же по сути не нормальный бизнесмен, блядь. Он, как сказать, нахуй, из дерьма, нахуй, говорится, пытается сделать конфетку, нахуй, блядь. Это всегда не работает, блядь. Она работает раз, два, и все, блядь, 3 раза уже народ не ебанутый. Вот исходя от этого, если бы ты был бы нормальным бизнесменом, он бы смотрел бы на мир по-другому. Допустим, он бы сказал, я бы, если уберу Путина, дам возможность независимым странам этой пидорасии освоить свои отдельные государства, я же больше заработаю, нахуй. Понимаете, адекватный человек, он был бы так, вот так он шарил бы. Лучше же договариваться с толпой, чем с одним хуем, корявым Путером, нахуй. Понимаете, блядь, где, блядь, все в рот засунул Путин, блядь. А там разные люди, разные головы, разные мозги, разные мнения, нахуй. И дисбаланс. И работать легче, блядь, нахуй. Это рынок. И поэтому, как говорится, когда мне какие-то бизнесмены что-то начинают пиздеть, нахуй, я просто смеюсь над ними, нахуй. Я просто хуею над ними. Просто не нужно забывать, что бизнес и вся хуйня вышла от ислама, от мусульман. Наш Мухаммад Сайф был самый крутой бизнесмен. И он был самый тяжелача. Бизнесмен он был. И мы его, как говорится, потомки. И мы такие же бизнесмены. И при том я, грубо, уж если не грубо скажу, блядь, я с Азии, да, мы, грубо говоря, блядь, это рынки, блядь, бизнес, правила эти, блядь, мы, сука, я не знаю, с рождения знаем. Как я всегда айзерам говорю, подъебываю их, на рынке родились эти айзера, нахуй. Подобие этого, блядь. Мы тоже ничем не отличаемся от этого. Ну, конечно, мы на рынке не родились, как они, нахуй. Мы все-таки, нахуй, блядь, держим субординацию, нахуй, уж до такой степени, как они не опускаемся, нахуй, на рынке, блядь. Не наебываем людей. Поэтому, если честно, блядь, бизнесмен, порядочный, да, блядь, если порядочность искать, то он работает, нахуй, с аудиторией, а не с одним пидором, блядь. Аудитория, это означает, это твои потенциальные, нахуй, блядь, продавцы и покупатели вместе сразу. Как моя бабушка всегда говорила, нахуй, она еще, СССР прошла, как говорится, в толчках торговала, блядь. Толчки такие были, говорила она, такие, где толкнуть можно, да? Это не толчок, как туалет, блядь, подумайте, туалет, нахуй, не туалет это, а толчки, где толкались все, то, что нельзя, блядь. Понимаете, блядь, моя бабушка башкирка, она пиздец, нахуй, была, та еще, бизнесменша. И вот, исходя от этого, сейчас я почитаю сейчас комментарии, я вижу, она говорила, что на базаре два дурака, блядь, один покупатель, другой продавец. Понимаете смысл? И вот здесь, нахуй, блядь, Трамп, нахуй, думает, что он охуенный продавец и в то же время, нахуй, балабол, блядь. Ну,
Тут он, блядь, проигрывает в одном месте, блядь, что торговать с узкожопами, которые проникнуты, блядь, нашей идеологией, вот, в Москве, по идее, это мы считаем, что у него мозги узкожопые. Гадость, это мразость, нахуй, это узкожопая, базара нет. Но хитровыебанность, нахуй, именно у него идет, нахуй, наша. Наша хитровыебанность идет у нас. У них, блядь, узкожопая, понимаете? Торговать, вот эту всю хуйню они впитали от нас. Понимаете, шелковый путь проходил у нас. Исходя от этого, нахуй, американский мудак, нахуй, пытается, нахуй, торгануться с узкожопым мразью, нахуй, этим финно-угорским, нахуй, или еврейским, нахуй, этим путинососом, блядь, нахуй. Это не бывает этого, нахуй. Этой торговли не бывает, нахуй, блядь, никогда, нахуй, блядь. И вот, блядь, я сказал вам, блядь, вот не пропиздец, блядь. Вот это, блядь, егошня апрофиль, ну, апрофаница, блядь, как это назвал, блядь. Простофиля, короче, Трампа, нахуй, говорит о том, что поэтому-то он и первый позвонил Путину. Вот это и есть лоховство и европейцев, по идее, нахуй, и американцев, блядь. Потому что у них идентичность и голова работает по-другому. У них наебка, как сказать вам, блядь, где-то, блядь, на другом планке, блядь, так скажем, не вот так измеряется, а вот так получается, понимаете? У них наебка идет по-свойски, блядь, боковым, ну, вот, не вот так, блядь, нахуй, вверх-вниз, да, измеряем, назад-вперед, допустим, вот так, например. И вот у них вот такая наебка идет между собой. Допустим, он может кого-то таким образом наебать, вот между собой, как они там колонизировали других каких-то народов бедных. Примерно у них такая наебка идет. А в Федерации наебка идет, нахуй, ебаный в рот, штабелями. И так, сбоку срака, блядь, со всех щелей, нахуй, наебка идет. Поэтому торговля с Россией это уже, блядь, нахуй, проигрышный изначально вариант, блядь, изначально. Поэтому я еще раз повторюсь, когда я говорю, Зеленский об этом знает. Не с теми Трамп ведет диалог, блядь, игнорируя Европу с Зеленским, блядь. Вот их, блядь, минус и тупость, нахуй, в том, что, блядь, нахуй, бизнесмены из России, с Украины, проникнутые нашими азиатскими, нашими шелковыми путями, никогда не прогнуть. И ни на войне не прогнуть, нахуй, и ни на наебке не прогнуть, нигде. Нигде не прогнуть, поймите это. Почему, блядь, нахуй, везде, блядь, вы слышите бухарские евреи? Почему они бухарские евреи? Почему они такие хитровыебанные? Потому что они от нас. Они евреи, базара нет, блядь. Мы их не любим, нахуй. Хуй с ними, блядь, с ними, да? Ну, они от нас, понимаете, блядь, с Узбекистана. Они от нас, блядь. Они наши евреи, блядь. Исходя от этого, они-то нас не признают, потому что мы мусульмане. Они же ебанутые, они евреи. Ну, как бы враги наши, потенциальные. А так, хитровыебанность ихняя внутри там прошла так. Я когда-то вам еще рассказывал, как они в мед пихали, короче, в мед с алюминиевой канистры, ну, алюминиевые, блядь, не помню вот это. В мед пихали золото. И таким образом золото из Бухары и Самарканда вывезли, блядь, в Америку. Понимаете? В алюминиевых хуёвинах. Еще кто-то рассказывал, еще в чем-то вывозили. Не помню, в чем-то. Короче, дохуя каким методом они вывезли наше узбекское золото, блядь, эти евреи ебаные с Узбекистана, понимаете? Ну, голова, это же, нужно же как бы дать им как-то, блядь, лайк поставить, да, так скажем, блядь, голова, блядь. Поэтому американцы и европейцы не такие. Не такие. Поэтому они и идут ниже. Пару плинтусов ниже идут, нахуй, ниже идут по работе головы. Они в других местах ушлые, умные, базара нет. Потому что они учатся. Но они не учатся практике. Практика – это базар. Практика – это жизненный процесс. Практика – это общение, субординация. Практика. Но у них его нету. Потому что у них здесь проникнута вся безнаебанность. У них нет наебки между собой. А у нас есть постоянно. И из-за этого мы привыкли уже в этой наебанности жить. И не наебешь, не проживешь. Не зря же у нас эта хуйня выходит. От узкожопых такая речь, да, толкнутая, блядь. И у нас уже проникнута. Не наебешь, не проживешь. Вот эта тема, понимаете? Поэтому, когда говорят, что Башкортостан, Татарстан и так далее, блядь, тут узкожопые и так далее, территории наши, вспоминаю, блядь, историю, были, точнее, захватывались, нахуй, 1000 раз, нахуй. И 1000 раз мы их, блядь, нахуй, отбивали, блядь. Поэтому Украина один раз сейчас захватывается этой пидорасней, нахуй, и отбиться не может. Почему? Потому что дохуя учителей тупых, блядь. Понимаете, блядь? Инициативу надо брать себе, блядь. Под себя надо брать инициативу, нахуй. А не слушать какие-то хуёв из-за кордона, блядь, за моря, нахуй, 39 земель, блядь. Понимаете? Вот этот ваш минус, блядь. Вот этот минус. И меня, блядь, сука, дома сижу, калашматит. Меня бесит, что, блядь, сука, если я там был бы, в этом даже, блядь, мюнхенском, нахуй, ебаном, нахуй, собрании, блядь. Если бы меня туда пустили бы, ебаный в рот, я бы все сказал, блядь, нахуй. Что я думаю, блядь. Вот то, что я вам рассказываю, об этом все рассказал бы им, блядь. Блядь, похуй мне, блядь, обиделись, плакали бы, похуй, блядь. Там еще один хуй расплакался там, говорят. Да, вообще похуй, блядь, что хотели бы. Потому что я даже плакал бы, блядь, от радости, нахуй, блядь. Если мы договорились бы, что Путина будем ебашить сегодня ночью, нахуй. Я бы, блядь, ржал бы, плакал бы, я бы, наверное, вообще, блядь, был бы доволен, понимаете? Я почему? Потому что я знал бы, что я рано или поздно вернусь в свободный Башкортостан с Татарстаном и буду жить там, понимаете, блядь, это же охуенно, понимаете, блядь, это радость, нахуй, когда вспоминаешь об этом и думаешь, что мы это сделаем, блядь, мы сделаем, блядь, и мы когда сдохнем, блядь, наши дети останутся свободными, блядь, понимаете, классно же это, классно. Так что вот так, Дуслав, блядь. Самое интересное, что ты хочешь, зелененький. Голохвастство, это что-то. Че? Так вы к нам в Одессу за солью ехали. Привет, из солнечной Одессы, кем живешь? Привет, из солнечной Одессы, кем живешь? А, Одесса, салам. Где ты был, кроме Кыргызстана? Скажи мне, пожалуйста, где ты был, кроме Кыргызстана? Каком Кыргызстане, блядь, ты о чем, блядь, пиздец? Красава уже обнял, Рахмат. Террор какой-то. От Одессы, Ялта, я из Одессы. Речь дедок, друзья, не дает интриган. Недолго будешь говорить. Татар не пойдут против России. Ну, это ты не татар, блядь, Таршак, блядь. Таршаки не пойдут против России, а татары, башкорты пойдут. Хорошо сказал. Так, просто много комментариев. Я не читал, так. И насчет татар и башкортов, которые говорят, здесь пишут всякие уёбки, нахуй, малхутовые страны, блядь. Я вам отдельно вот 1000 раз уже говорил, блядь, еще раз скажу.